Как жемчужины в глубинах морей, в небесах порой зарождаются удивительные вещи, и на землю приходит чудо. 7 тайн, 7 жемчужин, 7 великих откровений давно уже посланы нам, но лишь 7-я доступна каждому, ибо искать ее следует в самом человеке. Все соединит она и откроет отыскавшему их истину. Удивительные у тебя глаза, Энже, как жемчужинки. Ромай не мог оторвать глаз от девушки. Так ты решил идти? Энже пытливо смотрела на него. Слышала, что сказал твой отец, когда я пришел свататься? Усмехнулся Ромай. Она вздохнула. Где тебе их искать? Улыбнулся Ромай, обнял ее, и они весело зашагали по деревенской улице. На краю деревни сильная рука человека из высокого просторного дома подбросила в небо голубя. «Лети и оберегай его в пути. Зверь уже взял его след». Голубь качнул клювом, сделал прощальный круг над домом и исчез в летней ночи. «Отыщу жемчужины и принесу твоему отцу. Ромай слов на ветер не бросает. Узнать бы только побольше о них. Может, их можно купить на ярмарке?» «Глупый», — шепнула Энже. «Они же с неба. Может, и мое сердце купить хочешь?» «Нет», — засмеялся Ромай. «У меня таких денег нет». «Ладно, расскажу, что от отца знаю». Они и не заметили, как дошли до высокого дома Энже. «Ну, здравствуй, Джигит». Отец Энже стоял на крыльце, и звезда светила над ним. «Я обещал тебе рассказать о жемчужинах. Это небеса дали нам их, чтобы мы лучше понимали себя и каждый знал свои корни». Глаза мужчины блеснули. «Кто найдет жемчужины и сумеет их понять, откроет законы мироздания и принесет их людям». Сейчас он казался Ромаю мудрецом, светлым дервишем, каждое слово которого откровение. «Где же я их найду?» – развел руками Ромай. «Ищи в своем сердце», – мягко сказал отец. «Удачи!» Ромай еще долго стоял под окнами Энже, а над ним светила одинокая звезда. В путь Ромай отправился еще затемно. По обычаю помолился, чтобы дорога была легкой. «Юлхаир», – молвил он, – «выхожу с чистым сердцем». У опушки леса вдруг сгустилась тьма. Миг, и все пропало. Только ветерок колышет ветви. «Почудится же», – в сердцах бросил Ромай. Вспомнил матушку, милую Энже, друзей, товарищей, даже отца невесты. Для всех нашел доброе слово и опустил монетку в придорожную пыль. «Согреет сердце тому, кто найдет. Я вернусь, и не с пустыми руками». Едва он углубился в лес, огромный черный волк вышел на опушку. Сквозь его тело, как из-подо льда, проглядывала человеческая фигура. Свирепый черноволк-оборотень, последний потомок черных людей-волков, злейших врагов предков Ромая. «Жемчужины!» – прохрипел волк. «Узнаю хитроумного Акбуре, но он просчитался. Мальчишка приведет меня к святыням и сам отдаст их мне, и мы возродимся». У последнего в роду, утратившего человеческое обличие, нет власти над тайнами небес. Лишь доброму, любящему сердцу открываются они, и это знает старый Акбуре, последний воин из рода белых волков. Ромай неустанно шагал, прислушиваясь к журчанию рек и пению птиц. Он непрестанно думал о любимой, вспоминая Энже, ее улыбку и лучистые глаза. Покуда никаких приключений с ним не случилось, лишь подобрал в чаще раненого голубя. Видать, билась с кем-то отважная птица. Да еще пару раз заметил за спиной темную тень. Голубок тем временем запросился на волю. Парень подбросил его в небо, и к птице тут же присоединилась белая голубка. Улыбнулся Ромай и вдруг вспомнил матушку, ее колыбельную. А голубка обронила снежное перо ему на ладонь, и уже не пыльная дорожная куртка на нем, а мягкая домотканная рубашка. «Вот чудеса!» — усмехнулся парень. «Рубашка! Точно матушкиной работы!»
И тут же вдали раздался заунывный вой. «Тоже певец выискался!» — усмехнулся он. «Видать, эта тень моя по пятам идет. Но не победить ей того, кто корнями растет из родной земли!» Одернул Ромай материнскую рубашку, подпоясался потуже кушаком и зашагал дальше. Лишь утром Ромай вошел в город мастеров. Первым делом отправился в кузницу, ведь жемчужинам нужны оправы. Поработал от души, отковали ему кузнецы оправу, а насчет жемчужин посоветовали обратиться к чеканщикам. У них на драгоценности глаз намета. Чеканщики тоже оценили его труд. Получилась чеканка. В центре Ромай и Энже, а по узорной вязи 7 камешков бирюзы. Ромай освоил в городе мастеров немало ремесел, даже выткал с качами богатое полотенце, а свою чеканку подарил горожанам. Мастера в долгу не остались, шили ему мягкие расписные сапоги и чиги. Не нашел Ромай в городе жемчужин, зато обрел новых друзей и знания, а это истинная сокровищница. У реки увидел Ромай, как в ветвях ивы запуталась серебристая дева с волосами, как хрусталь. «Неужто Суанаса? Сама водяная мать?» – удивился он. Освободил он волшебную деву. «Кто ты, дивная?» «Не слыхал о Фирузе, властительнице реки времени?» – усмехнулась та. Глаза юноши округлились от удивления. «Дух речных излучин!» Лицо речной девы было прекрасно, но холод студенных омутов навеки сковал ее черты, оставив живыми лишь глаза цвета бирюзы. «Благодарю тебя», — кивнула она. «С этой ивы мы давно в ссоре, но кто ты и куда держишь путь?» И Ромай рассказал. Выслушав его историю, дева долго молчала. «Я слышала о твоих жемчужинах», — молвила она, «но истинные драгоценности зачастую сокрыты в необычных обличиях. Подумай об этом, а сейчас приляг на бережке и отдохни». Река замирала, течение слабело. Это замедлялось само время, подвластное духу реки. Наконец оно остановилось совсем, а затем река времени потекла вспять. «Ромай, проснись, Ромай!» Юноша открыл глаза, далекий голос звал его, и он пошел на зов. Спит ли он, грезит ли наяву? Протяжный вой раздался за его спиной, и Ромай отступил под сень деревьев. На берег выбежала стая черных волков, а повадки людские. «Да это же мои тени! Оборотни!» – догадался Ромай, а волки взвыли и бросились вперед. Там у речной излучины замерли в испуге девушки, и одна из них так похожа на Энже. Ромай в отчаянии подхватил дубовый сук и кинулся за волками вдогонку. Но не весть откуда явились и преградили путь черноволкам высокие стройные джигиты в светлых одеждах. Миг, и они превратились в благородных белых волков. Акбуре! Священные белые волки! Так вот вы какие, легендарные защитники моего народа! Акбуре храбро кинулись на врага, завязалась схватка, и Ромай, как ветер, ворвался в гущу битвы, круша дубинкой волчьи ребра и увертываясь от клыков. «Смотрите, он дышит!» Ромай лежал в снегу у реки. Скорбная песнь девушек лилась над Ромаем, и небо спешило укрыть снегом лужи крови и мертвые тела. Никто не уступил ни в силе, ни в храбрости. Погибли воины Акбуре. Но девушки спасены, а значит, продолжится людской род, и через много лет Ромай придет на эту землю. Жив, защитник! Девичья ладонь согрела его щеку. «Спасибо тебе, юноша! Отныне ты будешь защищать нас, как храбрый Акбуре, правда?» Ромай хотел ответить, но с треском и грохотом на реке времени вскрылся лед, и вода ожила. Но чем быстрее текло время, тем крепче юноша погружался в зачарованный сон. А вдали выл черноволк, последний бирюк-оборотень, оплакивая своих, из которых ни один не ушел с кровавого поля. Ромай открыл глаза, никого, и даже Фируза исчезла. Лишь далекий свист лебединых крыл и ощущение ветра на губах. Неужели приснилось? А на нем расшитый золотом пояс, подаренный красивейшей из девушек.
Чары времени спали, и теперь Рамай – защитник этой земли. Подпоясал он поясом защитника материнскую рубашку и зашагал дальше, а волны все шептали вслед голосом речной девы: «Прощай, помни, что увидел, и будь счастлив». «Видно, веселые люди в этой деревне», — решил Рамай, стоя у высокого крыльца под звуки татарской гармошки. На крыльцо высыпала толпа молодежи. Обрадовались, стали звать в дом на посиделки. Родители хозяева дома, увидев на Рамае пояс защитника, усадили гостя на почетное место. Рамай с дороги голодный, ест да нахваливает. Хозяйская дочь, черноокая Зухра, спросила: «Откуда путь держишь, Рамай? И какого ты роду племени?» Рассказал все без утайки. Парни его заслушались, размечтались девушки, а родители Зухры долго смотрели на него теплыми лучистыми глазами. Пожелал Рамай счастья всем, поблагодарил за отдых и собрался в дорогу. На прощание родители подарили ему расшитое полотенце, а Зухра – мягкую шаль тончайшей вязки. «Поцелуй за меня свою Энже», – велела она. «А как сыграете свадьбу? Приезжайте в гости, будем дружить семьями». Провожать Рамая вышли все, и долго еще вдогонку звенели песни. Впервые заблудился Рамай. Лишь когда небо посветлело, встретил путника. Босые ноги, рваная одежда, усталые глаза. Рамай развязал дорожную котомку, протянул старику. «Угощайся, добрый странник», — вежливо сказал, как велит обычай Илхаер. «Меня зовут Рамай». «Спасибо, юноша», — кивнул путник. «Дарую добро другим, прощаешься со своими невзгодами. Я Хаким, странствующий лекарь». «Потерял я дорогу», — вздохнул парень. «Пути нередко берут начало в твоем сердце, а продолжаются в сердце другого», — заметил Хаким, отдавая половину хлеба юноше. «Расскажи о своем пути, попробую подсказать дорогу». И они присели на пригорке, угощаясь и беседуя. Успокоил Рамая странник. «Ты не сбился с пути. Как сказал дух реки, у твоих жемчужин могут быть необычные обличия. Иди на восток, где встает солнце, и отыщешь их». Развел руками Рамай. «Сколько иду, а ни одной еще не отыскал». «Отыскать значит понять», — улыбнулся Хаким. «Самое важное всегда ищи в своей душе, а дорога твоя уже на исходе, ибо наш главный путь – путь к себе». Протянул выцвевшую тюбетейку. «Прими ее в дар, Рамай, это все, что у меня есть». «Как же вы пойдете с непокрытой головой?» – начал он, но страннику уже и след простыл. Лишь дорога лежит впереди, и восток уже аллеет зарей. На рассвете он вышел в поле, зашумели крылья, сизый голубь сужал над ним круги. «Здравствуй, приятель! Тебе тоже одиноко!» Голубь сел ему на плечо и тихо заворковал. Рамай не знал языка птиц, но ему казалось, что голубь рассказывает ему о путеводной звезде, что помогает птице найти дорогу в небе, как и человеку на земле. «Энже», – прошептал Рамай, – «где ты сейчас, сердце мое?» На другое плечо ему опустилась белая голубка и тоже заворковала, отвечая своему пернатому кавалеру. Рамай слушал птиц, а видел перед собой свою голубку, красавицу Энже, и за его спиной словно вырастали крылья. «Энже, жемчужинка моя!» – воскликнул Рамай. «Ты мой дом, моя надежда, моя судьба!» Горячий лучик солнца сверкнул, Рамай зажмурился и вдруг словно увидел себя в зеркале вод реки времени. Вот же они! Рубашка матушки, колыбельная песня, ичиги, дары городских мастеров, а еще полотенце с шалью для любимой, да тюбетейка мудрого странника и, конечно, золоченый пояс защитника родной земли. «Все остальное со мной», – прошептал он. Видение хрустальных вод пропало, а голуби взмыли в небо и полетели навстречу восходящему солнцу. Рамай кивнул. «Голуби всегда находят путь домой. Значит, это моя дорога, и пора возвращаться. По ней мне должно идти, и пусть будет, как будет». Когда его крепкая фигурка затерялась в море колосьев, на опушку леса вышел черноволк.
Теперь зверь впервые почуял неподалеку запах своего старинного врага. Глупый мальчишка. Сам не знает, чем владеет. Он выведет меня к моему заклятому врагу. И я получу все. Встречать Рамая вышла вся деревня. «Это голуби!» – догадался Рамай и в пояс поклонился отцу Эндже. Тень улыбки тронула губы этого мужественного человека. «С возвращением, защитник!» – приветствовал он Рамая. «Спасибо!» – вздохнул юноша. «Но я не уверен, что мое это имя. Не принес я жемчужин». Отец с дочерью переглянулись. «Ты ошибаешься. Разве я велел принести их мне? Но вы велели их отыскать». «Объясни ему, дочь», — усмехнулся отец. Эндже подбежала к Рамаю, и руки влюбленных встретились. Люди же обступили юношу и с уважением разглядывали его золоченный пояс. «Ты просто забыл, милый», — сказал Эндже. «Отец велел отыскать жемчужины, чем бы они ни были, и ты отыскал, верно?» Отец кивнул. «Ты проводила в путь неоперившегося птенца, а вернулся ясный сокол. Он нашел свои жемчужины, и я вижу их блеск в его глазах. И пояс защитника родного края на нем не случайно». Все одобрительно зашумели, но вдруг небо заволокли тучи. Из леса к людям приближалась черная тень. «Оборотень!» – закричали дети, а мужчины решительно шагнули вперед. Огромный черноволк буравил человека в белых одеждах мертвенным взором. Жемчужины! Отдай их мне, Акбуре! Они мои! И кинулся на своего врага. Отец Эндже сделал неуловимое движение, и волк наткнулся на невидимую стену, а потом на крепкий кулак Рамая. «Не смей!» Пояс ли защитника помог, или и впрямь возмужал Батыр, но черноволк кубарем покатился в пыли. «Не смей трогать мою семью!» — грозно сказал Рамай, обводя рукою односельчан. «Убирайся обратно в ад!» «Его ад в его черной душе», — сказал отец Эндже. «Ведь он тоже ищет жемчужины». «Как? И он просил руки Эндже?» «Чтобы продлить свой род оборотней», — кивнул отец. «Я Акбуре, Рамай, последний из белых волков защитников рода людского. Странно, но в чем-то мы с ним родня, как день и ночь, которыми никогда не сойтись». «Поэтому и битва у реки была на равных», — понял Рамай. «Отдай!» — хрипел зверь. Старый Акбуре покачал головою. «Свои жемчужины ты уже нашел, но все они черные!» Отец Эндже смотрел на волка с горечью. «Вместо добра и света ты всякий раз открывал в своей душе лишь злобу, ложь и алчность. Ты так и не понял. Истинные ценности таятся лишь в сердце человеческом. И поэтому я, Акбуре, человек, а ты лишь тень себя самого. Мне жаль тебя!» Небо словно ждало этих слов. Вышло солнце, и черты оборотня стали таять на глазах изумленных сельчан. Миг, и его не стало. «Он не вернется?» – тихо спросил Эндже. «Спрашивай об этом жениха», – улыбнулся отец. «Это теперь твой защитник». «А она моя защитница», – подмигнул девушке Рамай, и оба рассмеялись. «Отец!» «Говори, мой сын», – улыбнулся старый воин. Рамай мысленно представил все подарки. Рубашку от матушки, колыбельную песню из детства, ичиги городских мастеров, полотенце шалью хлебосольных селян, что дружно переплелись точно одно целое, а еще тюбетейку странника и пояс защитника родной земли. Рамай молвил: «И если все это и вправду мои жемчужины, то я получил их от судьбы всего 6. Где же 7-я?» Отец Эндже крепко обнял его. «Ее тайна, Рамай, в отсутствии тайн. Все на свете объединяем мы, люди». Он обвел рукой односельчан. «Твои друзья и соседи, весь мир и небо, обнимающие нас, как ласковая мать, все это одна семья, Рамай. Помни об этом». «И не забывай обо мне», — улыбнулась Эндже.
Ромай улыбнулся, и ему показалось, что он видит в ее глазах блеск 7 маленьких жемчужинок, глаза их будущих детей. «Я помню», — сказал он, — «я верю, я знаю, теперь все будет хорошо». Пришел новый день, и нужно было еще немало потрудиться, чтобы он был безоблачным и радостным, как и все последующие дни в этом мире, медленно плывущим под солнцем и луной, в сиянии 7 великих жемчужин, покуда небеса хранят нас и осеняют благословением.